Друзья, всем привет! Давно не виделись, уже где-то, наверное, недели 3, если не больше. На этой камере, что сейчас снимает, толстый слой пыли уже был. В общем, друзья, сегодня у нас на календаре 19 июня. 19 июня уже. Время, наверное, уже около 7. Да, 7 часов вечера, 19 часов. И все-таки я решил выехать с разведкой на речку. Хоть на пару часов, хоть... Может быть, что-нибудь, какую-то поклевку вижу. Покидаю спиннинг, покидаю удочку, может быть. Хоть коту, но надеюсь, я поймаю. Он взял снасти, ведерочки, червей. По планам рыбалка должна была сегодня днем. Но наконец-то у нас полил дождь. Уже недели 3 вот не было дождя. Земля просила дождя. И все-таки сегодня днем полил и намочил их в землю. Картошка уже, как мы видим, начала расти. Скоро через недельку уже будем окучивать первый раз. Сельхозработа у нас, можно сказать, весенняя закончена. Осталось не посаженная только одна грядка, вот то, что сделала. А так, грядки посажены, лучок растет уже, всходы появились и на других рассадах. Картошка начала расти, участки скошены, что один вот этот участок, что второй. Черемуха у нас будет в этом году. Вон, как мы видим, уже отцвела и появилась. Есть, конечно, и вот такие пустоцветы, как говорится, но без черемухи мы не останемся. Черемуха у нас будет. С южной стороны, по крайней мере, она вся вот уже появилась. Тюльпаны наши отцвели поочередно. Самые последние вот эти вот тюльпанчики вот уже отцветают. Сиреневенькие такие. Вот здесь они были. Этим дождем и ветром вчерашним все прибило. Красота тюльпановая отцвела. Марьямоль у нас пион отцвел тоже. Все было очень быстро. В этом году, как я и говорил вам, уже весны не было. Была зима, потом наступило лето. Все произошло. Обычно это растягивается очень и очень долго, как бы месяц-полтора. Сейчас за 2-3 недели наступило лето. Вон уже травы, как мы видим, где не скошено, в мой рост. Вот здесь соседский нескошенный участок. Вот если бы я не скосил, все так же было так. Он уже начинает после дождя новые побеги. В общем, что у нас сегодня? 19 июня. Поздравляю всех медработников с профессиональным праздником. У меня сестра медицинский работник. Мама моя всю жизнь работала в медицине. Всех врачей, всех в белых халатах, в общем, с праздником. Также сегодня у нас отмечают юбилей два моих земляка, Вадим и Денис. Они родились в один день. Им сегодня стукнуло 35 лет. Вадим Шахтеров, это супруг моей племянницы. И Денис, вы уже видели его тоже на кадрах постоянно. На тракторе, который возит сено. Несколько раз уже мы видели его на нашем канале. Вот, что еще сегодня? Ну, также сегодня 40 дней, как не стало Алексея. Ходили сегодня с утра на кладбище, помянули. В общем, как-то вот так. Такие вот дела деревенские. Собираемся. Пару часов, не больше. Чисто символически это будет разведка, потому что планы были. Я уже было настроился, звонил Сереге, Серега занят. Если бы не дожди, поехали бы на дальняк. А так съездим возле дома, возле того дома, буквально сплавимся где-то до первой дамбы, где-то полкилометра, наверное. На ту сторону. В общем, покидаем спиннинг. Взял червей, возьму удочку. Я так думаю, что-нибудь ершей, если спиннинг никто не будет брать, что-нибудь до коту я все-таки поймаю. Погнали. Друзья, и пару слов еще о втором участке моем. Вот объяжка под вихрем. Выехал на втором судне уже, потому что сузучки уже на грани. Но сегодня мы выедем еще на Сузуки. Очень некрасивый шум уже. Подшипник, походу, рассыпается на коленвале. Вон, какой был участок, вот так вот травы. И какая стала красота. Вот все тоже выкосили, убрали. Картошка посажена. Здесь посадили чуть позже. А вон уже начинает потихонечку тоже появляться
Первые всходы есть. Тоже сократил вот на сколечко. Этот участок решил не сажать. Каждый год потихонечку сокращаю свои участки. Но зато вот рассаживаю кустарники. Вон. Это еще один новый куст посажен. Короче, 8 кустов смородины. 7 получается. Один не выжил. 6 черный и 1 красный. Вон, для сравнения посмотрим соседний участок, где никто не косил. Вот такой вот, друзья, борщевик. Сочный, мясистый. Цветет и пахнет. И вот такие вот белые цветочки. Еще я не знаю, как их. По коми это гум. По-русски не знаю. Но тоже растение сорняк. Вот немного здесь покосил. Дальше. Но если не будут косить, придется самому тоже скосить, чтобы дальше цветы не распускали семена. Вот у меня тоже есть борщевик. Уже здесь начинает вот по новой вырастать. Буквально 2 дня скошено. Вот новые ростки уже. Вон начинают уже появляться. Борщевик вообще это страшное растение. Если запустить, если не следить за ним, то все заполонит, и кроме борщевика расти уже ничего не будет. Это они, вредители, завезли это растение, борщевик сосновского, и теперь не можем мы от него никак избавиться. Но борьба идет. По крайней мере, свой участок я еще держу в чистоте. Ну а за соседей я не отвечаю. Вон там на том участке тоже уже появились. Если это пойдет дальше и дальше, то вся деревня скоро зарастет борщевиком. Все, время идет, погнали. Прямо отсюда вот начнем. Возьму только бензин, мотор, лодку, и все. Прямо отсюда начинаю кидать спиннинг. Поехали. Ну вот, в принципе, и все готово. Давно на этой лодке не ездил. Ну как давно? Неделю где-то. Выезжал последний раз на работу на объяжке с вихрем. Тоже доделываю. Пока еще не доделал на рулевое управление. Трос провел. Осталось пенопласт поставить обратно, борта зашить. И нет пластины, которая крепится к мотору, куда цеплять трос. И у меня здесь будет рулевое управление. Стекло заказал. Есть у меня уже стекло. Тоже поставлю новое стекло. Так что объяжка скоро будет выглядеть в лучшем виде. Ну а что, ПНДшка, от сегодняшних дождей вон столько воды было. Что вы думаете? Открыл пробку, вода с этой стороны вышла. Там пробки нету, не знаю почему там не сделали. Собирается. Я просто перевернул руками. И все, не надо черпать ничего. Пару слов еще немножко о моем береге. Как мы видим, здесь тоже росли кустики. Подрастали, потому что я уже в течение 20 лет здесь все выкашиваю. Вон наглядный пример. Если бы я не выкашивал, примерно вот такой лес бы стоял на берегу. И никакой красоты бы с берега, с моего окна, с бугра не было бы видно. А так вот все я вот выкосил. Пару кустиков он даже пропустил. В общем, каждый год я поддерживаю. И вот эти молодые кусты, что начинают новые расти, я или выдергиваю каждый раз, или то, что уже не могу выдернуть, скашиваю. Вон, все выкосил. И в этом году, чтобы не зарастало, вот такой открытый участок у нас на берегу. Ну и что? Да здравствует первая рыбалка, первая летняя рыбалка 2022 года. Начинаем. Запоздали, конечно, 19 июня, но кто же виноват? Кто же, скажи, виноват, что так быстро все, так быстро началось лето? Мой Lucky John. Удочка, в принципе, очень и очень даже ничего. Только вот прошлый год отломался кончик до 3-го кольца. Вот так вот где-то отломалось. И теперь у меня он укороченный. Не та малина, конечно, не то пальто. Сверху у меня вот такая мушка. Пусть она будет на всякий случай. Может быть, Харю спрыгнет. И снизу на поводок. Что зацепить? Вертушечку зацеплю. В принципе, с соседями разговаривал. Говорит, в принципе, уже рыбачили.
Так, прошлый год у меня здесь работала на язе вот эта вертушка, где она? Не вижу. Вот это вроде бы, да, которую я утопил. И потом нашел через 2 недели, ржавая. Но мне сейчас не важна сама суть, главное увидеть поклевки. Так что покидаю с берега сначала на эту блесну, ну а потом уже с лодки будем экспериментировать, что и как. По крайней мере, язя вот эта блесна прошлый год косила. Потемнело, правда. А посмотрим. Прошлый год за час где-то я ведро язя здесь надергал. Одна щука была. Ну, на всякий случай, кто не видел, оставлю ссылочку на этот ролик. И пошел первый заброс. О, в принципе, комарье зверствует. Харюзок прыгает мелкий, не крупный. Фу, блин. Охренеть, да меня здесь загрызут они. Так, я хоть камеру-то не закрыл. Так, ну что, первый заброс комом. Тишина. Он харюзок прыгнул. Мелкий. И на харюза нужна... О, есть! Кто-то уже клюнул. Кто-то клюнул. Кого-то тащу. Скорее всего, это харюзок. Был. Ушел. Но это был... Это, друзья, походу был хариус. Не знаю, он на что взял. На мушку верхнюю. Или на блесну. Но со второго заброса была уже поклевка. Вон. Смотрите, как далеко я закидываю. Даже с отломанным кончиком. В принципе, не тяжелую блесну. А так, если бы не поломал, удочка вообще прекрасная была. Ну, давай. По крайней мере, друзья, поклевку уже увидел. Поклевка была. Он. Ну, здесь мелкий хариус, так что буквально 10 забросов. Вон там, вот, а вот там уже покрупнее. Сейчас попробую туда закинуть. Может, и выезжать никуда не надо будет. Поклевку я уже увидел, это уже хорошо. Это уже радует. Но язя нет. Был бы язя, он бы уже хапанул. Так. Где-то там. Ну. Если будет брать хариус на мушку, то можно будет потом. Не сегодня, конечно. Сегодня у нас в планах нет. Потому что на крупного хариуса надо подальше выезжать. Приготовлю мушки. Всякие разные. Мушками теперь я обеспечен. Огромное спасибо всем моим друзьям, кто отправлял мне мушки. Это Александр Наглей. О, есть поклевка, есть. Ушел, опять ушел. Так что блесну надо менять. Там крючки ржавые. Скорее всего, хватают, может быть, и блесну. Сходят. Это, конечно же, Ирина Баранова. Огромное спасибо. Софиюлин Рамиль отправлял тоже с города Печоры, земляк мой. С Кожи, деревня Кожи. И в этом году отправили мне мушки на зимнюю рыбалку в апреле месяце. Но зима закончилась очень быстро и не успел их испытать на лесной речке. Это Быков Виталий Николаевич. Огромное спасибо. Мушки вообще красотень. Как-нибудь обязательно покажу их на канале. Там веснянки вот эти один в один. Прямо идеальные. Я так уверен 100%, что они весной на подледной будут работать. И, конечно же, набор отправила Ирина Баранова еще раз.
Там. О, есть поклевка, есть. Не знаю, что за рыба, но что-то есть. Харюзок. Харюзок взял на мушку. Значит, можно уже сезон хариуса открывать. Вот такой вот харюзочек небольшой. Взял на осу. Первую рыбу не отпускает, но мы сегодня не планировали хариуса ловить. Иди гуляй, малыш. Иди расти. Ну, там покрупнее кто-то плескался. Еще пару забросов. Я здесь вижу нет. И пойдем по тиховоду. В надежде, может быть, щука, окунь, что-нибудь. Нет, вот еще раз. Еще поклевка. Но это чуть покрупнее вроде бы. Так что, как мы видим, хариуса уже ловить можно. Чуть-чуть покрупнее. Но тоже мелкий заглотил. Не знаю, выживешь, не выживешь. Попробуй. Мелкий. Вот я не люблю здесь рыбачить, потому что хариус здесь мелкий. Хотя там вот покрупнее плесканулся, такой средненький хотя бы. Что-то вот он не берет. Так, на чем мы остановились? Вот у Быкова Виталия мушки на заглядение мне очень понравились. У Ирины Барановой тоже комплект. 10 мушек крупных тройников. Именно на кораблик, на дорожку она отправила. Ну и также мушки мелкие. Есть на подледную. Будет что проверить по открытой воде. Огромное, друзья, всем спасибо. Ну и, конечно же, Василий Чупин. Целый набор мормышек. Мушек тоже отправил. Так то теперь я мушками, мормышками обеспечен. Осталось только найти время, чтобы все это проверить в деле. Как-нибудь я обязательно покажу поближе эти мушки, мормышки. Ну все, 2 харюска мы поймали. Можно сказать, сезон рыбалки мы открыли. Хариус уже берет, значит, можно выезжать ловить на мушку. Это не по слухам, это я убедился уже сам. Все, такое вступление. А теперь садимся в лодку, отталкиваемся и самосплавом. Тут тиховод более местами. Я так думаю, хищная рыба должна быть. Ну, а если нет, поедем вот куда-нибудь туда на остров и попробуем половить на червя, на удочку. Удочку я тоже взял. Поклевки видели уже хорошо. Поехали, посмотрим, что получится, то получится. Ну что, погнали. Продольников, к сожалению, у нас в этом году не получилось. Еще раз повторюсь, по той причине, что из-за работы и сельхозработ, во-первых, времени не было, во-вторых, вода упала очень быстро. Пару недель было время покидать, ну, кинуть продольники. Ну, вот если помните, вода достигала почти до будки, а потом она просто очень быстро упала. Ну, можно было. Народ ловил, кто ловил. Так, это что? Зацеп. Зацеп. О, уже пошла травка. Это 19 июня. Года 2 назад, 19 июня, я также поздравлял Шахтерова Вадима с днем рождения. Мы еще в тот год вовсю ловили на продольники. Полным ходом шла рыбалка на продольники. В этом году уже началась летняя рыбалка. И вода не совсем еще почти летний уровень, но уже далеко не весенняя. И смысла нет ставить продольники. Даже если поставишь, то надо проверять через каждые 10-15 минут. И там будут ерши, окушки. Ну, может случайно попасть харюзок, ясь тот же. Но это не та рыбалка, которая по весне. Продольники — это рыбалка по большой воде.
когда мелкая рыба не досаждает. Это или ранняя весна, или поздняя осень. Когда вода большая, вот тогда рыбалка на продольнике. Сейчас уже вон пришла пора спиннинга. Не знаю, будет, не будет. О, это что? Зацеп. Зацеп. Об камни. Надеюсь, об камни. Ага. Ну что, друзья, пока выключаемся до первой поклевки. Как-то вот так вот, таким макаром будем сейчас сплавляться. Сейчас здесь будет места поглубже, течение потише. Основное течение будет идти вот туда, а тут вот, в принципе, окунь, язь, щука есть. А в каких количествах и будет ли брать, мы скоро увидим. Пустые забросы, я так думаю, показывать нечего. Ну все, до первой поклевки. Берем паузу. Поклевка. И что это у нас? Это у нас язь. И язь взял у нас на мушку. На осу. Вот и первый язь. Друзья. Ну вот. Все-таки первую поклевку мы увидели. Язек первый у нас уже есть. Это уже хорошо. И взял не на блесну, взял на мушку. Мушка оса. С двойником. Василий Чупин сейчас мне такие тоже сделал. Иринка Баранова такие мне сделала, похожие. Но именно эта мушка, которая сейчас на удочке, она вроде бы покупная, магазинская, точно не помню. Но вроде бы да. Не стал я уже сегодня терять времени, вязать поводки. Я говорю, это у нас рыбалка, разведка боем, можно так сказать. То, что хотели узнать, мы узнали. Это то, что клюет уже хариус, клюет язь. Сосед говорит, окунь, щука, все клюет. Травы еще нету, но рыба уже. Я говорю, вода почти летний уровень. По-любому вода уж согрелась, прочистилась. Вот. У нас, конечно, дождичек был, но это после трехнедельной засухи вообще, думаю, ни о чем. Это так только просто прибила пыль, можно так сказать. Нет, смотри, один язек был и все. Нет стайного язя. Косяками он не идет. Так, видать, одиночки плавают. Что-то нет поклевок окуня. Оп, есть что-то, опа, сход. Была поклевка, не знаю на что. На блесну или на мушку, но была поклевка. Почему-то нет поклевок окуня. Ну, может быть, то, что время уже позднее, солнце садится уже. Как-нибудь обязательно вырвемся на целый день. Возможно, с ночевкой, если получится. И половим и окуня, и щуку, и хариуса. Все будет впереди. Вот, как видим, у нас уже весело. По крайней мере, кот уже будет доволен. Свежего яська я уже поймал ему. Вот кто-то мне писал про сети, там браконьер, все такое. Скажу вам одно. Я, можно сказать, порыбачил не полную неделю. У меня в леднике 3,5 ведра соленого язя лежит. Покушали свежим. Да, по плану было половить свежего язя на продольнике, чтобы там ребрышки, фарш. Этого не получилось, но ничего страшного. Еще не вечер, наверстаем. А так, если бы не ставил весной сети, то сейчас бы сидели без рыбы. То, что категорически нельзя допускать, рыба должна присутствовать на столе каждый день. Рыбу я люблю, рыбу мы любим все, в любом виде. А кот мой больше всех любит свеженькую рыбу. Так что будем ловить.
Так, ну что, было еще пару небольших поклевок. И что-то тишина. Вот приближаемся, впадает ручей. Но это так себе. Тут недалеко стоит заброшенная буровая, подземная вода идет. И вот с нее где вытекает ручей, не замерзает ни зимой, ни летом. Так, ну все, здесь глубины нет. Глубину мы обкидали, вот поймали одна. Опа, борода. Так, выключаемся пока. Так, ну что, получилось распутать нам плетенку. На чем остановились? Ну, то, что рыбы здесь нет. Или не клюет, всплеска нет, ничего нет. В общем, будем переезжать на другое место. Далеко ехать не будем, потому что уже времени нет. А вот сюда вот, на остров, пожалуй, подъедем. Нет, сначала на тот. Это мелко. Нет, давай сюда. Вон как работает мотор. Треск стоит, подшипники уже. Еще и заглохло. А, шланг упал. Я думаю, в чем дело? В общем, вот такая беда. На дальняк я точно на этой лодке уже никуда не поеду. На этом моторе, имею в виду. Так, тут перекат у нас. А там вот с той стороны острова тиховод. Сейчас мотор поднимем, чтобы не задело. Все. Вот здесь вот вполне возможно есть рыба. Тот же окунь. О, что это было? Не понял. Трава, походу. А, тут мель еще идет вот там вот за кочкой. Сейчас сплавимся немного. И с той стороны вот там в тиховод встанем. Покидаем спиннинг немного. Если нет, достанем удочку и будем ловить на удочку. Пока тишина. До первой поклевки. Как только что-то будет шевелиться, мы вам это покажем. Я так думаю, если на спиннинг шевеления никаких не будет, то на удочку мы что-нибудь да поймаем. Вот вижу окушка небольшого, погнался за блесной. Где небольшой, там и крупный. Я так думаю. Все, друзья, до первой поклевки. Поклевочка есть. Окунь. Вот и первый окунь. Вот такой вот полосатик. Переехал на правый берег. Думаю, за дамбой там порыбачу. Тут на мели, думаю, попробую хариуса. И буквально первый же заброс, и на мелкоте ударил окунь. Что-то я не заметил даже на мушку, на блесну. Хариуса в этом году уже поймали. Езя поймали. Вот и окунь. Короче, разведка боем удалась. 3 вида рыб
печорских уже клюют. Так что можно ловить их на спиннинг. Что мы скоро будем делать. До окучки, я так думаю, около недели еще окучка подождет. И между работой можно будет так вечерком нет-нет да порыбачить. Вон на лугах после дождя пошел туман. Рыбаки возвращаются с рыбалки. А я только начал. Ну ничего, часик-два. Вечерняя прогулка на сон грядущий не помешает. А если я еще с десяток поймаю свежих окуней, это вообще красота. Можно будет пожарить их. Язя-то точно жарить, если только ребрышки. А так язя 100% коту. А вот окуня лихариуса я с удовольствием свежачка пожаренного поел. Вон здесь мелко. Где-то метр воды только. Ну ничего, до следующей поклевки. Планы поменялись. Хотел там на острове порыбачить. Что-то передумал и решил до дамбы съездить. Вот тут кочка тоже. До дамбы съездим. Там как-то здесь главное, чтобы на брюхо не сесть. Прямо на кочку заехали. Сейчас мотор заденет. Ага. В общем, до первой поклевки. Так. Что-то камера заглючила не вовремя. В общем, друзья, не знаю, сняла, не сняла. Но вот у нас второй окунь. Добротный такой. Взял на тиховоде, вот за кочкой прямо. Буквально-то вот только кочку проехали. Первый заброс и сразу удар. Но с камерой что-то глюкануло, что ли не записала, не знаю. В общем, у меня уже два окуня и один язь. О, есть еще поклевка, есть. Есть поклевка. Так, окунь. Третий окунь. Так, это хорошо. Если что, можно будет вернуться сюда и встать туда. Прямо кочки. Опа, бляха. Кочки встать и порыбачить. Видать, тут на тиховоде окунь скопился. Это прекрасно. Если окунь на Печоре клюет, значит без рыбы мы не останемся. Правда, ночью он бывает выеживается. Ну ничего страшного. Днем, утром, вечером он клевать будет. Сейчас подъедем туда к кочке и будем прямо здесь рыбачить. Попробуем, по крайней мере. Окунь себя показал. Что-то говорят, щуки мало в этом году. Ну, не знаю, посмотрим. Мне кажется, будет трава, будет и щука. Так. Ну все. Сейчас подъедем и сделаем короткие включения. Вон до дамбы осталось совсем немножко. Раз пяток еще закину. Да, да, нет, нет. Раз. О, есть, есть, есть. Ну, более-менее это что-то. На блесну. Вот так вот. Опа, и ушел. Вот такой вот красавелла. Так.
Так, это что у нас? Ух ты, ух ты, ух ты. Вот это кабан. Вот это кабанчик. Когда... Тихо, тихо, тихо. Вон какой красавец. Вон. Заглотил аж блесну. Ну, ты смотри, когда у нас, можно сказать, уха уже есть. Уха или жаровка. Это уже Валентина Васильевна решит, что делать. Но без рыбы я сегодня уже не приду. Так, переехали на другое место. Почти доехали вот до дамбы. Но тут выше дамбы коряжник. Как-то здесь кидал фидер на малька, и у меня щука оторвала. Как бы щука здесь есть. Окунь хороший есть. Но коряжник. Могут быть зацепы. Хотя глубина здесь тоже более-менее. Посмотрим, сейчас скинем потихонечку самосплавом, да, беремся до дамбы. Ну и все, дальше точно сегодня не поедем. Итак, уехали туда, куда даже не собирались. Хотел просто сплавиться до первой дамбы. Но, как мы видим, уехал. Вон, километра 3, наверное, уже от деревни, если не больше. Дальше точно не поедем, потому что солнышко уже спряталось. На жаровку мы сегодня поймали. Вот 3 окуня, вообще красавца. 2 чуть поменьше. И язёк. На сковородочку свежатинку мы надергали. Может, еще там на дамбе мелочевки подергаем. Посмотрим. Так. Здесь пока тихо. Но это не значит то, что здесь нет рыбы. Это, скорее всего, может быть уже не время. Солнышко село. А окунь ночью не всегда берет. Клевка. Что-то такое нормальное. Щучка, что ли? Ну да, вот и щучка. Опа, 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 опа. Только не говорите, что это карандаш и что я его должен выпустить. Это самый вкусный размер. Это малосолочка стопроцентная. Голова, хвост на зажарку. Середку сегодня просолим. Сегодня же и сидим. Соскучился уже по свежепросольной малосолке. И вот. Бог дал. Красота. Это отлично. Значит, и щуку сегодня мы поймали. Сегодня мы поймали 4 сорта рыб. Если мелочь клюнула, есть надежда, может быть, и крупненькая возьмет. Времени, конечно, уже мало. Но еще есть. Часик мы еще порыбачим. В принципе, я уже доволен. Улов есть. За какой-то час, неполный час, уже поймали. Зимой бы я поймал столько за день, и то был бы доволен. Зимой все-таки рыбалка трудовая. А летом что? Выехал на лодке часик. В тепле, в комфорте. Ну, не считая комаров, но это ерунда, помазался, да и все. Спокойно покидал спиннинг. Час-два на жареху тоже надергал. Зимой надо и сопли морозить, и ехать. Вообще, ну, зимняя рыбалка своей прелести. В ней тоже есть. Допустим, налима зимой, особенно по первому льду, поймать можно. Интересно. Летом налима только острогой. Что противозаконно. Запрещено законом. Не знаю почему. Но острога вне закона. Хотя народ всю жизнь колол летом налима.
колет и будет колоть. Но показывать это на канале нежелательно. Злые языки всегда найдутся. Говнюку всегда хватает. Так что лучше не будем. Но тем временем вот мы подошли к дамбе. Аньпил дамба. Рыбы здесь с детства поймано немало. А тут вот чуть повыше есть озеро Аньпил-ты, где в 8 лет я поймал рекордного окуня на килограмм. Кило 200 или кило 20, не помню уж точно, но килограмм был точно. До сих пор этот рекорд я переплюнуть не могу. Вот еще. Вот окушок. Не кило 200, но 100 грамм есть. Клюнул практически уже на перекате. Тут и хариуса в свое время мы ловили неплохо. Дамба была высокая, глубокая. Ну, глубина была. Оп, есть еще. Ой, это что? Еще щуренок. Отлично. Так. Малосолка сегодня обеспечена. Я сейчас знаю, будут писать, куда берешь таких карандашей. Ну, щука это хищник. Это не хариус. Опа, еще поклевка, еще поклевочка, друзья. На перекате, смотри, вся рыба на перекате, окунь. Окунь на мушку. Взял на мушку. Так что, если что, можно будет, если сейчас на тиховоде здесь клевать не будет, можно будет покидать с берега. 3 заброса продуктивных. Все нас поднесло. Тут перекат. Тут, в принципе, должен быть хариус. Но его что-то нет. Опа. Смотри, поклевка. Опа, язь. Язёк. Отлично. Тоже взял на перекате. Все нас понесло. Сейчас еще один заброс и подъедем к берегу туда. Смотри, 3-4 продуктивных заброса. Все-таки не зря добрался до этой дамбы. Рыба здесь есть. И это очень хорошо. На срез стану. О, полностью заехали. Немножко рыбы расшугали, но это сильно не влияет. Она на метр отошла. Если что, подойдет обратно. Может быть, даже в большем количестве. Вот здесь вот у нас были поклевки на течении. Сейчас мы это проверим. Главный окунь, щука, язь. Все клюнули на течении. А хариуса нет. Вон, что-то мелочь какая-то клюнула. А, господи. Ну тебя даже я и коту не возьму. Малыш, иди. Клюнул мелкий окушарик на мушку. Хариус здесь есть. Здесь, когда идет активный клев, можно неплохо хариуса таскать. Сейчас он что-то не плещется. Видать, не время. Так, у нас
Поклевочка. А, все уже нет. Не знаю, что было. Вроде подвязок. Хотя взял на течении. Вот там вот кинул туда на течение. На перекат. Почему-то вся рыба на перекате. Я думал, она будет на тиховоде. Нет. Вся рыба на течении. Была поклевка, но сход. Надо бы достать удочку, но так лень ее телескопичкой эту раскладывать. Ну, сейчас 3 заброса, если будет пусто. Попробуем на удочку. Я так думаю, что на червя будет клевать ёрш. Есть бляха-муха. Хорошая поклевка была. И опять сход. Вот это что-то было похоже на хорезовую поклевку. Все. Сейчас вытягиваю. Оп, нет, есть. Что-то есть походу. Ага. Был язь. Такой неплохой язь. Но ушел. Вот тебе и перекат. Видел отчетливо красные плавники. У хорезов красных плавников нет. Значит, и тот был язь тоже. Получается, язь стоит на перекате. Ну что, спиннинг мы убрали. Что-то забросов 5, наверное, 6 было без поклевок. В общем, решил попробовать на удочку. На удочку, если клюет, тоже интересно. Но мне почему-то сейчас кажется, что первый же заброс и будет рыба ёрш. Смотрим. Первый заброс. О, уже поклевка есть. Поклевку уже я видел. В детстве, помню, вот так вот вечерами ходили на рыбалку с ночевкой и ловили этого ерша. То бидончик 2-3-литровый, то 5-литровое ведро. Ёрш клевал перемешку с окунями. Что-то не пойму. Да нет, вроде несет уже. А вот он, да. Вот он, ёрш. Просто здесь, походу, мелко. Надо кидать чуть подальше. Если не будет поклевок, скоро поедем домой. Если чисто коту не подергать ёршиков несколько штук. Штук десяток. А нет, вот уже клюет. Уже кто-то дергал. Размыла льдами дамбу. Раньше тут, вот она, насколько ниже стала. Она была только вот здесь. Высокая дамба такая. Насыпали ее в свое время. И потом каждый раз льдом, вот насколько уже унесло ниже. И также и перекат. Здесь был глубокий перекат, фарватер раньше. И сразу дамба. Хорез был крупный. А сейчас уже не то пальто. Не хотят. GoPro 150. Нет, вот он.
Вот он, сопливый ёрш. Вот такой вот ёрш. Вот зимой бы тебя на налима. Зимой тебя не поймать. А летом тебя здесь везде хватает. Вот куда он зимой девается? Прячется куда-то. О. Пошел, 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 пошел. Опа, иди сюда. Вот. Соплячок. Не. Что-то, если честно, мне этих ершей сопливых не очень-то интересно ловить. Все бы ничего, но эти сопли. Ладно, еще одного поймаю, если клюнет. И хватит на сегодня. В смысле удочки. Лучше бы я спиннинг покидаю. Так, в общем, на удочку меня что-то мало прикололо. Окунь на удочку на червя не взял. Язь не берет. Клюнул, поймал 3 ёршика. В общем, одни сопли. Рыбы нет, одни сопли. Вон там 3 маленьких ёршика. Коту. В принципе, ёрш тоже вкусная рыба, но крупный, с икрой. А такие летние прозрачные ерши, они так себе, если только на уху. В общем, раз десяток кину, если еще поклевок не будет. Дальше точно не поедем. Будем сворачиваться. Позвонила Валентина, сказала, что баня уже готова. Баню в деревне мы, он угонится за мушкой. В деревне мы топим, если не каждый день, так через день. Красота. Захотела, растопил, помылся. И вообще, в принципе, в деревне жить хорошо. Как говорится. О, есть поклевка, есть. Блин, сход. Хорошее что-то было. Как говорится в рекламе, хорошо иметь домик в деревне. Да, но домик домиком. Вот. Рыбка была. Но кроме всех прелестей, это нужно и потрудиться. В деревне работы хватает. Ну, кто работы не боится, то осенью, когда собираешь... Оп, есть, что-то есть. Вот так вот что-то идет. Что у нас там? Окунь на блесну. Опа. Червяк выполз. Ну вот. С удочкой просто потеряли время. Недолго, но минут 10-то потеряли, наверное. А у нас тут на течении, оказывается, рыба клюет. Все-таки она подальше. Не близко к берегу получается, а чуть подальше на течении. Так что если в деревне работать, жить прекрасно. Красота. Лето на севере короткое и пролетает очень и очень быстро. Вроде только посадил картошку, надо уже окучивать. Потом второй раз, потом сенокос. Потом сбор картошки, и лето кончилось. Уже зима. Зимой работы меньше. Можно неделями рыбачить, жить в избе,
получать удовольствие, в общем, отдыхать. Как-то вот так. Вот такая вот красивая картина. Над рекой туман. Совсем немножко через тучи кусочек заходящего солнца видно. Вот. Не знаю, друзья, вам видно, не видно. Немножко стало даже прохладненько. Так что, если в течение 10-15 минут сейчас поклевок не будет, будем сворачиваться. Так, ну чё, время у нас 9:30. 2 часа, грубо говоря, мы на реке. И последний заброс. Последний заброс. Потому что уже раз 10 кидал. Поклевок не было. Значит, на сегодня хватит. Значит, рыба не хочет кушать, не хочет ловиться. Рыба хочет отдыхать. Все. Блин, тем более с такой блесной кривой. Ладно, еще разик закинем. Оказывается, неудачно забросил. Блесна зацепилась за поводок. Вот теперь точно. Последний раз. Солнышко село. Но в принципе сейчас темноты нет. Солнце село. Оп, вот он. Под занавес. Акушарик. Ладно, пока говорю, еще разик закину. В принципе, у нас темнеть не будет. Сегодня у нас 19 число. Завтра 20, 21, 22. Через 3 дня самая короткая ночь. Самый длинный день. И где-то еще недели 2 будут белые ночи у нас. То есть темнеть не будет. И потом уже где-то в середине июля потихоньку начнет темнеть. Пока у нас белые ночи. Прошлый год мы в июне неплохо рыбачили в это время. Я так думаю, в этом году будет не хуже. Ну что, я считаю, разведка удалась. Это вот 2 язя, таких вот раз, два, 2 щучки, вот таких вот раз и два, 2 щучки. И вот такие вот окунярики хорошие, вот тоже раз, два, 3, где-то штук 5, наверное, точно хороших есть. 3 ёршика и там 5 чуть помельче. Я считаю, килограмма 3 есть, жареха есть, малосолка есть, коту есть. Все прекрасно, все хорошо. За пару часов прогулка перед сном — это отлично. Можно сказать, начало летнего рыболовного сезона мы сделали. А это значит, будем сейчас также хотя бы по 2-3 часа выделять время для рыбалки. А если получится, будем обязательно поедем на рыбалку с ночевкой, на дальняк, на наши заветные места, где крупная щука, где есть хариус. Все будет, все впереди. Так что, друзья, не буду говорить про YouTube ничего, но если кто желает, подписывайтесь, конечно. Подписчики, несмотря на мое долгое отсутствие, потихонечку растут. Но также не забывайте подписываться на канал Яндекс.Дзен Коми Рыбак. Там, в отличие от YouTube, ролики идут каждый день. Старый материал отснятый и смонтированный потихонечку выкладываю в день по ролику. В 3 часа каждый день новый ролик. Сейчас идет 20 год. Сегодня буквально закинул 2 ролика, как провели мы День рыбака в 2020 году с детьми, с семьей. Заходите, это тоже очень интересно. Рыбалка на спиннинг, ну всякая. Рыбалка на продольнике сейчас была. Каждый день стараюсь выпускать по ролику. Рутуб, да, Рутуб пока молчит. Ну, многие, смотрю,
на Яндекс.Дзен перешли. Сколько у меня? 1500 подписчиков уже есть. Так что жду в гости на Яндекс.Дзен. Оставляйте комментарии. Комментарии там только могут оставлять подписчики. Остальные не могут оставлять. Там свои правила небольшие. Ну, в принципе, по возможности выделяем время, работаем там и там. Как-то вот так, друзья. Рад встрече с вами. Давно не виделись. Надеюсь, таких перерывов больше не будет. Жизнь продолжается. Работаем, трудимся и будем отдыхать. Так что до скорой встречи на канале Коми Рыбак. Всем пока. Поехали домой. День начинается вспышкой веселой зари. Травы блестят от росы дорогим перламутром. Речка в затоне алмазным туманом горит. Ветер чуть слышно поет в камышах добрым утром. Лето на севере, ярких закатов костры. Лето на севере, щедрой природы дары. Лето на севере, стройная сила лесов. Лето на севере, наша святая любовь. Лето на севере, наша святая любовь. Небо купается в пойме прогретой реки. Солнце разбилось о блеск малахитовой дрожью. Духом сильны тут на севере есть мужики. Бой без сомнений дадут здесь в тайге бездорожью. Лето на севере, ярких закатов костры. Лето на севере, щедрой природы дары. Лето на севере, стройная сила лесов. Лето на севере, наша святая любовь. Лето на севере, наша святая любовь. Есть и девчоночки милые, северный край. Край от корней наших доблестных воинов-дедов. Если приехал на север, ты не унывай. Здесь познаются ребята не словом, а делом. Лето на севере, ярких закатов костры. Лето на севере, щедрой природы дары. Лето на севере, А пока мы были в бане, Валентина уже управилась с рыбкой. Вот. Есть и окуня почищены. А щучки у нас, вон, карандаши не на карандаши, а 2 щуки, получается полная сковородка. Это вкусняшка. Час назад они еще плавали, сегодня они уже на сковородке. Жареный картошечка с салатиком, блинами. Ужин. Во! Деревенский ужин. Вот так вот пару часов сходил на речку. И, в принципе, если не лениться, то можно каждый день свежая рыба будет на столе. Далеко ездить не надо, все в принципе в шаговой доступности.
Ну а теперь уже точно все. Всем пока. До новых встреч.